прочитать, чтобы это было ясно, понятно. События, происходящие в Абхазии, повторяются уже 4-й раз, как мы это знаем. И вот вопрос, почему так происходит. Ответ лежит на нас самих. Мы разучились принимать решения и ответственность за свои действия, перекладываем на другие вещи. Или что-нибудь в этом роде. Такой подход приводит к безответственности во всех структурах власти. Кроме того, слишком частая ротация наблюдается в последнее время в аппарате правительства Абхазии. Вина за последствия лежит на каждом из нас. Наши организации проводятся различные моления. Вот сейчас наши братья провели ритуал, посвященный периоду зимнего солнцестояния в Крыму, в местах, где остался след наших предков. Наша деятельность основана именно на связи восстановления связи с мудростью наших предков с нынешним периодом времени, в которых мы все с вами находимся. Напоминаю вам всем о том, что институт жрецов как система функционирует только в Абхазии, Осетии также, на всем Кавказе, а среди всей абхазо-угрызско-адыгской группы только мы, народ Абхазии, имеем действующие святилища Аныку. А функциональная обязанность жрецов – поддерживать равновесие всех форм жизни и бытия, в котором мы проживаем. Мы здесь собрались для обсуждения наболевших проблем, которые привели нас к критической ситуации. Конституция Абхазии, статья 1 говорится о суверенном праве народа. Статья 2 на народовластие, особо государственной власти в Абхазии. Но так ли это на самом деле? Почему мы все время находимся в зависимости от тех, кого выбираем, президенты, а они безнаказанно продолжают свою жизнь? Делайте вывод сами. Наша организация заявляет о том, что пора прекратить всякие безответственные действия и призывать весь народ, а также жрецов проявить свой национальный долг перед нашим Создателем и ответить самим себе в первую очередь на вопрос, кто мы такие, кем являемся по своей сути. И для того, чтобы начать исправлять ситуацию, мы предлагаем провести святилище. Это может быть одно из, скажем так, Георгий Михаил Хамамазар, по факту статьи 2, прописанной в Конституции, фактически перед нашим Творцом заявить о своем первичном праве, по факту происхождения, по закону крови и по праву рождения, по имени, которое нам дают наши родители и наши предки. Об этом четко разъяснял в своих трудах еще Мурат Яган. Вернуть через жертвоприношение власть над всей землей своему народу. Это первый этап, в результате которого мы обязаны взять ответственность за судьбу своей страны и своего народа на самих себя. А следующим этапом призвать всех кандидатов и жрецов, выбрав одно святилище, для того, чтобы все прошли через обряд клятвы перед Богом и народом в одном месте с обязательным участием всех жрецов, дабы все вместе разделили эту ответственность за принятие решения и клятвы. Раздельно такие ритуалы проводить нельзя. Все должно быть открыто и честно по отношению к каждому депутату и президенту. Именно это даст возможность избежать политических интриг, подкупов и других возможных манипуляций. Прошу рассмотреть такой вариант действий на данном собрании. Хочу добавить к этому ко всему. Если в Европе, когда человек, кандидат или уже выбранный президент, он клянется на Библии, мусульмане клянутся на Коране. У нас есть свои святилища. Почему мы упускаем этот момент? Почему мы не действуем для того, чтобы именно с этого начинать? А мы все знаем, и все понимаем, какую силу имеет наша religion. И я думаю, что